Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы вновь знакомимся с новым героем, с новым мастером, я бы сказала. Ян Васильев его зовут. Ян, здравствуйте. Здравствуйте. Ян у нас является строителем, да? Мы уже успели немножко познакомиться за кадром. Строителем, но у него есть такое хорошее творческое, можно сказать, хобби, да? Ян занимается чем? В основном я занимаюсь строительством. Строительство частных домов, да? У меня есть бригада, я мастер, я бригадир и я подрядчик, да? А в свободное время я человек творческий, оказывается. Вот недавно начал с февраля, да? Арендовал помещение это, очень светлое, уютное и теплое. И начал заниматься творчеством, да. И цель, идея моего творчества людям, показать людям, да, не продажа, а учить людей. Вот, работать руками, из подручных средств что-то можно создавать красивое, да, для себя, может, для чего-то большего, да. Что-то полезное, да? Да, что-то полезное, да. Необходимое. Да. В быту, в жизни. Да. Вот я из своего творчества хочу извлечь что-то полезное обществу. Да? И вот я много всем занимаюсь. Я шью, я начал делать ботинки ручной работы. Даже, да? Да. А мы вот видим, да, кстати, это, по-моему, вот как раз таки. Да. Ну и кожаные изделия. Даже, вот. да? Да, даже. И из обычной ткани тоже. Шьем сумки и пока воротнички. Ну, в ассортименте у нас сумки и воротнички пока. И еще дальше идей у нас много, как сказать. Да, идей для творчества. Да, творчество, оно безгранично. Да, нету границ. И сегодня мы будем делать тоже очень полезную вещь в быту. Это у нас настенная ваза. Да, настенная ваза. Так, что нам для этого потребуется? Какие материалы? Для этого нам потребуется обычный гипсокартон. Да. Так. Идея из самых доступных материалов нам, да? Обычный гипсокартон, вот. Обычная ваза. Да. Стеклянная? Да, стеклянная. Она продается в хозмаркете, да, и разных размеров, кстати. И вот, деревяшка любая под вазу. И в принципе все. У нас можно, по желанию, можно добавить электронику, светодиод, да, светодиод и обычная водоэмульсионная краска. Так. И все. И из инструментов нужен максимум шуруповерт, да? И лобзик. Ну, не обязательно лобзик, это гипсокартон вручную легко резается. Вот, можно так сказать. В принципе, минимум таких средств. Да. Непрофессиональных средств, да, которые у каждого человека дома найдется. И в принципе можно повторить. Да, можно легко можно повторить. Вот. Сегодня у нас, начнем с самого гипсокартона, да? Мы берем 2 гипсокартона. Я подрезал. Это у нас ширина 60, высота 80 сантиметров, да? И вот это первая часть. Так. Вторая – это само основание, нижнее. Тоже гипсокартон, тоже такого размера. 60 на 80 тоже. Вот. Берем. И поверх, из остатков гипсокартона. Гипсокартон у нас очень доступный. Поэтому из остатков мы делаем как бы сэндвич. Сэндвич. Вот. Ровно ложим. Нам, по сути, надо отрезать 3 таких одинаковой формы, да? Вот. Копируем форму. Это что за форма такая вот интересная? Что это? Это как бы
дизайн. Дизайн такой, Да, ага, да. такая задумка. Это такая задумка, да? Вот берем. Так. Мы копировали, как трафарет, да? Мгм. И где-то сантиметр или больше можно. Можно взять и мы рисуем. Это очень просто. Что-то вроде отступа, да? Да, отступ 2 сантиметра, который мы будем резать Мгм. по этому отступу. Вот. Так. И все. Это первая деталь практически готов. Мы ее режем. Лобзик тоже, наверное, у всех есть, удачников, да? Необходимая вещь. Можно 5 сантиметров, там не обязательно, там таковых правил нету. Но, как говорится, гипсокартон у нас универсальный материал, да? Можно из гипсокартона сделать стены и даже разные декоративные. Много чего. Да, из много чего. Оп. Оп. Всё. Мы сделаем заранее, приготовим несколько таких штук. Можно и ножом обычно, кухон, если нету канцелярского резака. Но обычно дома обязательно чего-то бывает не хватает из инструмента. Вот. Режем. И в принципе нам хватит 2 полоски. Так. Так. Опять, Еще один, да? да, опять же, То же самое, да? да, то же самое. Опять же кладем. Опять же кладем. И делаем тоже разметку. Уже на основном каркасе. Разметка на основном каркасе. Вот. Можем просто так ложить. И просто клеим. Раз. Два. И секрет клея лежит, чтобы у нас было время, да, между склеиваниями. Вот мы ложим, и просто она должна впитать воздух. Именно секрет всех клеев, да. Мы можем сделать в это время вторую полоску. Опа. Это у нас часть, которая будет на стене, да? Вот эта часть на стене, которая будет, да, задняя часть. Подвешиваться, Да, да? подвешиваться будет. И лучше надо просто разметку делать, куда, ну, для себя, да? Делаем клеем. То же самое, да? Да, то же самое. Повторяем. Так.
Вот так. Пусть подпитывается. И в то время мы сделаем клеем тоже. Гипсокартон, минус гипсокартона то, что гипсокартон материал пыльный. Вот вся футболка как в муке, да? Вот, гипсокартон сам материал пыльный, поэтому. Поэтому лучше, наверное, такими вещами заниматься где-то на территории частного дома, где-то в отдельном помещении, да? Да. Ну, главное желание. Везде можно. Везде можно заниматься. Даже на кухне потом дом убирается. В наше время есть разные приспособления. Умные пылесосы, да? Тоже делаем. Вот так. Можно и на двухстороннем скотче. Есть, кстати, есть очень хорошие двухсторонние скотчи с особо сильной фиксацией, да? Это у нас такие продаются у нас в Металлторге, который я пользовался. Просто мажем клей и даем сохнуть. Первый у нас готов. Прижимаем сильно. Именно эффективность клея лежит не в толщине клея, а чем она, как сказать-то, не толще, да? Чем слой, чем тоньше, чем сильнее любой клей действует на самом-то деле. Вот. Вот. Все, у нас заклеилось. Да, интересно, я не знала, кстати. Да, ну это уже моменты строительные, можно сказать, да? Ну, берем лучше не длинный. И саморезы у нас отличаются, да? Для гипсокартона и для дерева. Вот. Для гипсокартона бывает сама резьба почаще, чем для дерева. Вот. Такая увлекательная. То есть после клея все равно необходимо, да? Ну, для души. Это больше для души. Так. Вот так. Делаем отметку. Можно ее вот так. Как плитка шоколада. Очень просто. Так, его тоже склеим. Можно и термоклеем. Вот самый универсальный у нас клей, незаменимый. Вот такой, наверное, у всех есть или во всех колхоз-маркетах она продается. Пистолет, да, мы его называем. Да, клей горячий пистолет. Да, это очень хорошая вещь. И доступная, и универсальная. Так. Ну, уже ложим. Вот. Ой, я здесь ошибся саморезом. Можно сказать, волнуюсь. Ну, ничего. Да, меня Бывает. будет смотреть вся Якутия, да? Да. Волнительное. Да. Ну, это самое хорошее чувство, волнения.
Яна, вот интересно, да, вы где вдохновляетесь работами, да, где вот черпаете вдохновение, идеи какие-то? Они сами рождаются у вас или все-таки при помощи? Нет, там не только сразу все рождается с человека, да? Вот, например, посмотрел где-то вазу, да, хорошую, да? И можно, ну, чем-то дополнить. Ну, у человека же возникает, я бы так сделал, или я бы так сделал, да? Ну, это вот ваш взгляд творческий, Да, все-таки взгляд. все равно, да? Да, взгляд творческий. А вы всегда были творческим человеком? Вот с детства, может быть, это и все идет? Не то, что с детства, но все люди творческие на самом деле. Вот. И творческих людей... Считаете, да? Да, Ага. я считаю. Не творческих людей просто не бывает. Интересно. Вот, да. Все любят чем-то заниматься, у кого-то разные хобби, да. С рыболовства до охоты, строительства, да. То есть у каждого есть, Есть всё равно свое. хобби. Да, у каждого есть свое, да. Для безопасности я прикрепляю саморезиками. Ну вот вы увидели эту вазу, и вам захотелось Повторить. чем-то еще дополнить. Да, Да? да, именно так. Вот. Мгм. Вот у нас основная часть закончили, да, внутреннюю часть, да? Мы переходим к красоте, к покраске. Так, что это за краска? Это у нас обычная краска на водной основе. Глубокоматовая краска для стен и обоев. Она также продается у нас в городе в Металлторге и Планета Электро. Да, аналогов много. Ну, в принципе, любая подойдет. Любая краска, да. Просто по времени высыхания они отличаются. Ага. Вот. И вливаем. Сколько нам надо. Вот. Вот такой у нас матовая белая получается краска. Мгм. Но просто в наше время все доступно, да? Да. Все доступно. Главное желание. Главное желание. Вот. Желание трудиться, желание творить, да? Вы сказали, что вы еще шьете. Мы вот покажем, да? Ага. Ваши работы, вижу, лежат. Да. Как давно увлекаетесь? Шитьем Да. я самоучка везде. Везде сам учился шить. Ну, как скажем, у меня не такой большой стаж для шитья, да? Ну, где-то шью год. Просто надо учиться. И все. Ну, там основные элементы, да? Шитья. Основные правила шитья. Вы сказали, что чаще работаете не на заказы, а вот чтобы люди, да, научились Да, чему-то новому, да, научить да. кого-то. А кто к вам приходит, скажите? И индивидуальны ли ваши мастер-классы? Да, индивидуальные они. Потому что по времени может мастер-класс затянуться, да? Мои мастер-классы не картинки, которые, а в основном вот эти, как сказать, дела, требующие времени, да? Вот. И поэтому коллективных мастер-классов я не провожу, да? И в наше время у людей разным, по времени разному сложится. Большинство людей работает. Вот. Ну и куда эффективнее, наверное, Да. все-таки сходить на индивидуальный, да, Да, мастер-класс? ну, можно и вдвоем, да. Кого-то, например, на индивидуальный кто-то может стесняться приходить один, да. Можно с другом, с подругой, да. Я могу и парные мастер-классы проводить, да. Вот. Все.
Ага. Мы стенку покрасили. Так. Мгм. Ну, можно и кисточкой вот здесь пройтись К краям, да? по краям. Мгм. Мгм. Ну, сам процесс. Я люблю сам процесс. Сам процесс строительства, сам процесс творчества, да? Строительство, кстати, это тоже творчество. Все строители творческие люди. Потому что это ответственно, да? Человек относится с ответственностью. Мгм. А чаще у вас в работе это частные дома или какие-то постройки специальные? Нет, у меня частные дома. Все, Жилые. да, все, что связано с деревом. Беседки, бани, Ага. дома, кладовки бывает. Ну, даже уличные сортиры, да, туалет. Вот. И красим вторую часть. А вот возвращаясь к теме мастер-классов, да, чаще всего людям что интересно, что они хотят познать, чему чаще всего хотят научиться? Научиться, ну, основам, как это сделано, да, чтобы испытать себя, да, получится, ну, научиться чему-то именно. Мне вот это нравится, когда человек хочет учиться чему-то. Вот, новые навыки, новые ощущения и то, что проводить мастер-классы приятно. Ну, какого рода это мастер-класс? Не совсем понял. Ну, конкретно вот что делаете, какие предметы или… Вот, кстати, это вы у нас первые в этом мастер-классе по настенному вазу, да? Так. Вы первые. Вот Первые. это, да. Вот это планируется делать вот этот мастер-класс. Еще какие мастер-классы проводите? Светильники. Светильники. Мы сегодня сделаем вот этот мастер-класс, на следующей передаче. Так, и пуфики, мебель. Да. Пуфик, кстати, да, хочу обратить ваше внимание, как раз вот на заднем фоне стоит. Ага. Тоже деревянный. Она относится к этому, к мягкой мебели, да? Мягкая мебель. Да, вот это у нас мягкая мебель. Вот. И ждем, когда все подсохнет.